Великий четверг, в христианстве четверг Страстной недели, который вспоминается Тайной вечерей установления Иисусом Христом таинства Евхаристии. Православие. В Великий четверг совершается литургия Василия Великого, которая вдвойне связана с Тайной вечерей. В связи со значительностью вспоминаемого события, литургия имеет ряд присущих только ей особенностей. Литургия совершается после вечерней литургии, совершается таким образом только в Великий четверг, Великую субботу и на вечере Рождества Христова и Богоявления. В связи с этим древние уставы даже разрешали приступать к Евхаристии не натощак. Предстоятели поместных церквей освящают свежесваренное миро. В России этот обряд совершается патриархом в Богоявленском соборе в Москве. Освящение мира в этот день связано с тем, что в древности крещение оглашенных совершалось в Великую субботу или Пасху. После литургии совершается обряд умывения ног, напоминающий о том, что Христос на Тайной вечере умыл ноги апостолам. На практике обряд совершается только в кафедральных соборах и некоторых монастырях. По византийской традиции совершается омовение престола, напоминающее о подготовке Петром и Иоанном Сионской горницы к Тайной вечере. В древности с литургией соединялись особые покаянные чины. После византийской практики Афона и Русской церкви в этот день совершалось общее или освящение. В связи с особым воспоминанием Тайной вечери в этот день стремятся причаститься даже те христиане, кто сохраняет сложившуюся в синодальный период практику редкого причащения. Общая трапеза после литургии имеет особый статус и чин, даже самые строгие уставы позволяют ради этого смягчения поста. По народным поверьям в этот день принято мыть и украшать жилище, красить яйца, печь куличи, купаться. Утренне совершается по чину великопостной, то есть после шеста псалмей поется аллилуйя со стихами. В Великий четверг и пятницу вместо троичных тропарей троекратно поется тропарь Егда славной ученицей, напоминающей о страшной духовной, а затем и физической гибели Иуды, одного из 12, добровольно отказавшегося от апостольства. Во время пения тропаря совершается по обычаю полное кождение храма и молящихся. После тропаря читается повествование о Тайной вечере в изложении Луки, ЛК 22, от 1 до 39. В отличие от всех будних дней Великого Поста, а также и предшествующих страстных дней, канон утренне Великого четверга является полным, то есть содержит 8 песней. По первым словам первого Ирмаса, канон Великого четверга обычно называется «Сечено» и «Сечица». В тропарях канона, автором которого является Косма Маюмский, последовательно раскрываются ветхозаветные прообразы Тайной вечери. Повествуется о самоуничижении Христа, умывшего ноги апостолов, и обличается Иуда, уже решивший предать Христа и, тем не менее, простерший руку к евхаристическому хлебу. После 9 песни каноном молящийся коленопреклоненно поет троекратно «Ексапостиларии». «Чертог твой вижду, спаси мой». Этот эксапостиларий уже исполнялся в 3 предыдущих дня, но именно в четверг его символизм становится реальностью. По мысли толкователей, упоминаемый здесь чертог является горницей Тайной вечери, и христианам в последний раз перед участием в этой трапезе предлагается ужаснуться собственной недостойности. Примечательные стихиры утренне Великого четверга на хвалитех и на стиховне. Основной темой стихир является неблагодарность и корыстолюбие Иуды. Авторы пытаются проникнуть в помраченную душу предателя, чтобы выяснить, где причина его отступничества. Характерный пример 3 стихира на стиховне. К утренне присоединяется последование первого часа, особенностью которого является чтение Паремии из пророка Иеремии. Паремия содержит жалобу Иеремии на его сограждан, жителей Анафофа, решивших убить пророка, и божественный ответ о долготерпении и милосердии. Этот текст традиционно считается одним из ветхозаветных пророчеств о страстях Христовых. Литургия Василия Великого соединяется с вечерней, как в связи с временем вспоминаемых событий, так и по древнему обычаю, по которому литургия в важные постные дни совершалась вечером, то есть после разрешения поста. Поскольку литургия сама по себе вводит участников в основную богослужебную тему дня, Тайную вечерю, стихиры на Господе воззвах посвящены второй, не менее важной теме — предательству Иуды. Самой известной является последняя стихира, проводящая параллель между Иудой и неблагодарными израильтянами, роптавшими на Бога во время путешествия по пустыне. После вечернего входа и в свете тихие читаются 3 Паремии. Исхак 19 часов 10 минут минус 19. Моисей готовит Израиля к предстоянию Богу на горе Хариф. В 3-й день Бог нисходит на гору и говорит оттуда с пророком. Иов 38 от 1 до 23. Иов 42
от 1 до 5 Бог говорит с Иовом, из 50 от 4 до 11 пророчества о страстях Христовых. При кажущемся многообразии сюжетов паримияне удивительным образом предваряют вспоминаемую в этот день Тайную вечерю. Отрывок из книги «Исход» напоминает христианам, что однажды народ Божий в страхе и трепете уже предстоял недоступному и непостижимому Богу, в то время, как на Тайной вечере тот же самый Бог сам снизошел к апостолам и дал им свои тело и кровь. Вторая паримия напоминает, что после долгих богоисканий Иова и попыток построения традиции его друзьями, Бог сам явился Иову и говорил с ним. В присутствии его все вопросы и недоумения расселись. На вопрос Бога, кто сей, омрачающий провидение словами без смысла, Иов отвечает: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Евхаристия дает верующему возможность личной встречи с Богом. Третья паримия представляет собой пророчество Исаии о страданиях и торжестве Христа. «Я предал хребет мой биющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поругания и оплевания. Кто из вас боится Господа, слушается глаз раба его, кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем». В следующем за паримиями апостольском чтении верующим напоминается о том, к какому великому и страшному таинству они дерзают приступать. Евангельское чтение Великого Четверга включает в себя МФ 26 от 1 до 75, охватывает следующие события: планы первосвященников убить Иисуса, вечеря в Вифании, помазание Иисуса миром, планы Иуды о предательстве, умовение Иисуса ног учеников, собственно Тайная вечеря, предсказание об отречении Петра, молитва в Гефсимании, арест Иисуса и предательство Иуды, суд Синедриона над Иисусом и его избиение, передача Иисуса Синедрионом Пилату, отречение Петра. Особенностью собственно литургии является исполнение особого песнопения «Вечери Твоей тайны» вместо херувимской песни причастного стиха «Да исполнится уста наша», и во время причащения мирян после заимвонной молитвы по уставу полагается обряд умовения ног. При этом читается соответствующий текст из Евангелия от Иоанна, Евангелия страстей Христовых. 12 Евангелий святых страстей Христовых. Православное богослужебное чтение утренней Великой Пятницы состоит в последовательном чтении 12 отрывков из всех 4 Евангелий, подробно повествующих о последних часах земной жизни Спасителя, начиная с его прощальной беседы с учениками после Тайной вечери и кончая его погребением в гробе Иосифа Аримафейского. Чтению, совершаемому перед крестом, предшествует полное кождение храма. Священнослужители и народ стоят в это время с зажженными свечами, изображая тем самым, что слава и величие не покидали Спасителя и во время крестных страданий, а также уподобляясь мудрым девам, вышедшим со светильниками навстречу жениху. После утренней, по благочестивому обычаю, верующие, не гася, приносят эти свечи домой, а затем делают на косяках дверей знак креста четверговым огнем и сохраняют его в лампадах до Пасхи. Католицизм, римский обряд месса освящения мира и благословения Илея. В приходских храмах латинского обряда утром в Великий Четверг мессы не совершается. Вместо этого в кафедральных соборах утром служится месса освящения мира и благословения Илея, которую обязательно совершает епископ, и на которой присутствуют все священники епархии. Во время этой мессы священники обновляют свои обеты, принесенные ими при рукоположении. В некоторых случаях, когда епархия занимает достаточно большую по площади территорию, эта месса переносится на один из предшествующих дней. Это делается с тем, чтобы священники из отдаленных приходов успели к Великому Четвергу вернуться в свой храм и отслужить вечернюю мессу воспоминания Тайной вечери в своем приходе. Месса освящения мира и благословения Илея открывается начальными обрядами и коллектой, после которой епископ обращается к священникам епархии собранию с проповедью. По окончании проповеди проходит обряд обновления священнических обетов. Епископ троекратно обращается к священникам с вопросом, желают ли они обновить свои обеты, уподобиться Христу, быть верными служителями тайн Божиих и верно осуществлять священническое наставничество. Священники отвечают: желаем. После этого епископ обращается к народу с призывом молиться о священниках и о нем самом, на что народ отвечает: Христе, услышь нас. Христе, внемли нам. На литургии читаются из 61 от 1 до 3, от 8 до 9 пророчество Исаии, Дух Господа Бога на мне откер. 1 от 5 до 8 свидетельство Иоанна Богослова об Иисусе ЛК 4 часа 16 минут минус 21. Фрагмент Евангелия от Луки.
священники, где Иисус читает пророчество Исаии в синагоге Назарета. На этой мессе не бывает всеобщей молитвы, за литургией слова следует принесение елея. 4 служителя последовательно выносят к алтарю бальзам для приготовления мира, елей катехуменов, елей больных, елей для приготовления мира. За служителями верные из числа прихожан выносят хлеб, вино и воду для совершения Евхаристии. После этого обычным путем проходит евхаристическая литургия, после чего следует обряд благословения елея и освящения мира. Епископ благословляет елей больных, который затем будет использоваться в таинстве соборования, елей катехуменов, который применяется для помазания новокрещенных и приступает к освящению мира. В молчании епископ вливает бальзам в елей, призывает собрание к молитве, дует в отверстие сосуда с миром и с простертыми руками читает молитву освящения. Все сослужащие священники простирают правую руку к сосуду с миром и стоят тогда окончания молитвы освящения, месса воспоминания Тайной вечери. Вечер Великого Четверга открывает собой пасхальное триденствие. Во всех храмах совершается месса воспоминания Тайной вечери. На этой мессе празднуется установление Христом таинства Евхаристии, а также совершается обряд омовения ног. Следует также отметить, что частные мессы в этот день не разрешены, и в одном приходе должна совершаться лишь одна месса Тайной вечери. Это делается для того, чтобы все прихожане участвовали в одной литургии, подчеркивая тем самым значение Евхаристии как таинства единства. В древности на этой мессе в церковь принимались кающиеся, отлученные от церкви на длительный период и принесшие должное покаяние. Также после мессы воспоминания Тайной вечери может служиться особое богослужение Страстной недели, Тенбра, которое в настоящее время является необязательным. После начальных обрядов и входного песнопения исполняется гимн «Слава Вышних Богу», причем исполнение сопровождается колокольным звоном. После окончания гимна смолкают органы и колокола, которые не используются до самой мессы на вечере Пасхи вечером Великой Субботы. Коллекта мессы воспоминания Тайной вечери. Боже, мы празднуем священнейшую вечерю, на которой единородный Твой Сын, прежде чем предать себя на смерть, заповедал Церкви новую вечную жертву пир своей любви. Молим Тебя, дай нам обрести в столь дивной тайне полноту любви жизни, через Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Чтение этой мессы включает Исхак 12, от 1 до 8, от 11 до 14, ветхозаветное установление Пасхи, 1 Кор, 11 часов 23 минуты минус 26, описание апостолом Павлом Тайной вечери Иин, 13, от 1 до 15, фрагмент Евангелия от Иоанна, где Иисус умывает ноги ученикам, затем проходит обряд омовения ног. Священник, предстоятельствующий на литургии, омывает ноги 12 прихожанам, тем самым следуя примеру Христа, омывшего ноги своим ученикам. Во время обряда хор исполняет особые антифоны. Также есть обычай в знак братской любви собирать в этот день пожертвования в пользу бедных и нуждающихся. За омовением ног следует всеобщая молитва. Евхаристическая литургия проходит обычным порядком, но часть разделов анафоры изменяется. Туда добавляются тексты, посвященные воспоминанию Тайной вечери, причастное песнопение мессы воспоминания Тайной вечери. Это есть тело, которое за вас будет предано. Эта чаша есть Новый Завет в моей крови, говорит Господь. Всякий раз, когда будете пить ее, творите это в мое воспоминание. На этой мессе освящается такое количество литургического хлеба, чтобы святых даров было достаточно для причащения верных и в этот день и в день Великой Пятницы. Причащение народа на мессе воспоминания Тайной вечери проходит обязательно под 2 видами. По окончании евхаристической литургии святые дары переносятся с главного алтаря в боковой, так называемую темницу, что символизирует арест и заключение под стражу Христа. Священник, поместив дароносицу на алтарь, преклоняет колени и трижды совершает кождение даров. Затем, приняв наплечный плат, берет в руки дароносицу, накрыв ее концами плата. Процессию от алтаря к боковой часовне возглавляет диакон, несущий крест. Перед дароносицей идут министранты с кадилом и зажженными свечами. Во время процессии поется литургический гимн «Возвеличим велигласно». После переноса священник и служители некоторое время молятся перед дарами в тишине, затем также в тишине удаляются в ризницу. С алтаря снимаются все покровы, все кресты в храме покрываются тканью. Амбросианский обряд. Богослужения Великого Четверга содержали ряд особенностей. Еще в XII веке архиепископ Милана читал молитву над 3 потомками прокаженного, исцеленного Амвросием Медиаланским. После этого
этого процессия с пением 118 псалма шла в другой храм, где архиепископ облачал одного из троих в новые одежды, умывал и целовал ему ноги, совершал в его присутствии мессу. В этот же день совершалось приготовление мира, умовение архиепископом ног священникам, диаконам, певчим и чтецам, а также таинство покаяния. В качестве чтений предлагались тексты из «Премудрости Соломоновой», книг пророков Даниила и Иона. После Евангелия пелась молитва Иоанна Златоуста «Вечери Твоя тайная». Литургические реформы Павла VI значительно изменили структуру амвросианского Великого Четверга. Так, в своем нынешнем виде утреннее месса освящения мира полностью заимствовано из реформированного римского чина. Для вечерней мессы воспоминания Тайной Вечери сохранены оригинальные для амвросианского обряда чтения из пророка Даниила и книги «Премудрости Соломона». И древневосточные церкви армянский обряд богослужения Великого Четверга связан с воспоминанием Тайной Вечери. На утренней читается ин 12 часов 27 минут минус 43. На третьем часе совершается чин покаяния. Вечером умовение ног на литургии. В качестве паремий предлагается быт 22 от 1 до 18, из 61 от 1 до 11, затем поучение апостола Павла о вечере Господней, евангельский текст о Тайной Вечери, западносирский обряд. По традиции должна совершаться литургия с освящением мира и умовением ног. В современной практике обряд умовения ног совершается вечером отдельно от литургии, а освящение мира происходит в один из предшествующих дней Великого Поста, восточно-сирийский обряд. В ассирийской церкви Востока и халдейской церкви Великий Четверг называется четвергом Пасхи и не принадлежит Великому Посту. В этот день совершается торжественная литургия Нестория. В качестве паремий предлагаются отрывки из книг Исхода пророка Захарии. Апостольское чтение выбрано из поучения апостола Павла о вечере Господней, евангельское, составное, повествующее о Тайной Вечере. Славянские традиции к чистому четвергу, как и ко всей страстной неделе, были приурочены очистительные обряды. У восточных славян их исполняли в основном в чистый четверг, в западной Славии главным образом в Страстную Пятницу. Такие обряды и обычаи затрагивали человека и его здоровье, пищу и посуду, а также жилище и примыкающее к нему культурное пространство. Многие из них нацелены на очищение. Наряду с душой перед Пасхой было необходимо очистить тело и окружающее пространство. Некоторые обряды были связаны с добыванием нового, молодого, живого огня взамен старого, изжившего себя и потерявшего силу. Для этого обычно приносили домой с вечернего богослужения горящую свечу, от которой зажигали лампады и огонь в печи. Иногда для добывания огня применялся весьма архаичный обряд, его вытирали женатые мужчины при помощи деревянных палки и плашки. Огню, добытому в Великий Четверг, приписывалась большая магическая сила. Та же магическая, целительная и защитная сила приписывалась и испеченному в этот день хлебу и особо приготовленной соли. Многие ритуалы Великого Четверга были связаны с магией первого дня и нацелены на удачу в личной жизни, хороший урожай, благополучие скота, защиту дома и крестьянского двора от злых сил и т.д.